запрещены. Дети погибших сотрудников органов внутренних дел. Инвалиды. Инвалиды, да, малоимущие семьи. Случайно наткнулась на твой блог и стала читать. Просто случайно где-то в ленте высветилась. Стала читать и думаю, какой молодец. Ну вот он реально пишет то, что есть, а не то, что надумано. А надумано очень много про республику. Художественный руководитель готовила. Холодец. Так. Для меня это ублюдки, люди-звери, которые не хотят мира, которые устраивают всю эту дестабилизацию. И самое главное в нашей жизни – это дети. Красота. Такая погода снежная, да, немножко подморозилась, грязи нет. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Да, о чем это я? Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И как вы уже догадались, в этом блоге я буду рассказывать и показывать вам о станице Нестеровска, которая находится в республике Ингушетия в очень живописном месте. Рядом протекает река Аса. Интересно? Тогда прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк, делайте репосты, рекомендуйте друзьям. И да, если вы хотите поддержать мой канал в развитии и помочь мне на поездку в Казахстан, то вся информация внизу в описании под этим видео. За любую вашу поддержку я говорю огромное баркал и спасибо. А сейчас никуда не уходите. Ну, можете, наверное, приготовить и платки для слез. Шучу. Будет позитивный блог. Поехали. По приглашению художественного руководителя Дома культуры я пришел сюда для того, чтобы показать вам культурную жизнь ингушей. Кстати, этот зал когда-то был самым большим в Чечено-Ингушетии, и в нем выступала сама Алла Борисовна Пугачева. Да что я вам буду рассказывать? Пускай про этот зал и Дом культуры расскажет директор Дома культуры и его художественный руководитель. Друзья, я пришел в Дом культуры станицы Нестеровская. Вы же просили, чтобы я говорил и о традициях, о культуре Республики Ингушетия. И вот станица Нестеровская отличается тем, что здесь проживает очень много русских людей. И здесь есть замечательный художественный коллектив, о котором мне сейчас расскажет директор и художественный руководитель этого коллектива. Здравствуйте. Салам. Добрый день. Да. Рады приветствовать вас, Артем. Прежде, наверное, для моих подписчиков, чтобы они понимали, кто вы, как вас зовут и какую вы должность здесь занимаете, чтобы я... Юсуп Ахметович Джулоев, директор муниципального казенного учреждения «Сельский дом культуры», сельский поселение Нестеровская, а это художественный руководитель нашего дворца культуры Аушева Захария Закриевна. Вот у меня лучший друг Евлоев. Вот, Да. я уже осведомлен. Да, совпало. Расскажите про ваш Дом культуры, когда он был основан. Я, например, знаю, что это был когда-то один из самых больших залов в Чечено-Ингушетии, когда была Чечено-Ингушетия. Здесь даже была сама Алла Борисовна Пугачева. Артем, вот вы, наверное, фасадную часть уже успели заметить, насколько она благоустроена, насколько создана такая красота вот для досуга нашего населения. Вот этот дворец культуры, он был построен в 1979 году. Тогда был колхоз «Путь к коммунизму». Колхоз был одним из богатейших колхозов, можно сказать, Чечено-Ингушетии, являлся колхоз-миллионер. И вот этот колхоз для своих односельчан, своих тружеников, на тот момент они ее построили. И вот с первых дней ввода в эксплуатацию этот дворец культуры, не прекращая свою культурно-досуговую деятельность, продолжала работать, и до сих пор вот мы работаем. На сегодняшний день у нас 19 человек штатных единиц. У нас сегодня действуют, функционируют детские кружки, вокальная группа «Улыбка» у нас есть, очень замечательная группа. Ездили на фестивали, занимали призовые места. Есть вокальная группа «СИК»,
У нас также есть хореографический ансамбль «Башлам», тоже, который неоднократно выезжает на республиканские фестивали, в районные. Тоже, естественно, занимаем призовые места. Хотя не первую, но вторую десятку, как во второе место попадаем. Ну и, можно сказать так, бренд вот нашего села, нашего дворца, это казачий хор. Нестеровский казачий хор. Я думаю, наверное, будет лучше, если сам руководитель казачьего хора, Захарат Закремов, вам расскажет про свою трудовую деятельность и про казачий хор. Я еще хочу заметить, Артем, у нас в казачьем хоре сегодня вот 15-16 единиц. И все девочки, они русские девочки. Мы сегодня не делим русский, ингуш, чечен, дагестанец, калмык. Разницы нету. Живем мы очень дружно. Вот в дальнейшем вы сами, у вас будет возможность пообщаться с этими девчатами. Как раз сегодня у них репетиционный процесс. Ну, а более подробно про хор, про творческую деятельность худрук вам объяснит. Да, хорошо, спасибо. Подписчикам я хочу своим сказать, что мы еще послушаем, как поет казачий хор. Мы заглянем на репетицию обязательно, поэтому не мотайте это видео и подписывайтесь на мой канал и про лайк не забывайте. Так, как вы говорите, это чьи дети? Вот мы сейчас под Новый год, перед 21 годом, приняли вот такую акцию, наш коллектив. И вот совместно с Российским союзом ветеранов, так как я сам являюсь ветераном боевых действий и председатель Российского союза ветеранов по Суржскому району, у нас была акция. Мы объездили более 100 детишек, охватили семьи. Это те детишки, у которых сегодня не было возможности прийти на елку в связи с пандемией, отмена была же, вот массовые мероприятия они были запрещены. Дети погибших сотрудников органов внутренних дел. Инвалиды, да, малоимущие семьи, весь персонаж сказочный новогодний, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, фея, добрая, злая, все компактно собрались, набрали подарки, выезжали каждому на дом, дарили детям подарки, радовали их, дети действительно были, да, рады. Ну, почему их не порадовать? Ну да. Вот на Новый год есть, это, можно сказать, как бы вот все. Проработали мы целый год, отчетный период. Детей порадовали, сами порадовались, и с новыми силами начинаем рабочую. Ну да. Приятно. Да. Это здорово, что... Вот мы ежегодно, вот наш коллектив ежегодно, вот уже мы, это у нас традиция выработана, мы каждый год посещаем вот на Новый год тех детей. Вот когда не было вот этих ограничений вот, по COVID-19, мы здесь вот на этой сцене приглашали всех категорий детей, малоимущих, сирот, полусирот, детей погибших сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск. Здесь проводили, ставили сказку, концертную программу. Ну, под Новый год и радуем детишек. Это здорово, это добро, как говорится. Вот в исламе, вашей религии как раз-таки это оценивается, такие В исламе, поступки. как говорят, есть сироты. Вот наша религия нам говорит, если ты порадуешь сироту, полусироту, Даже погладив голову. да, если да, это значит ты ему дал какую-то надежду, что он не один. Что, ну да, к сожалению, если родителей нету, да, ребенку тяжело. Ну вот вы, я, вот такие люди, вот как, ну, Руслан, я. Если мы сегодня вот от этих детишков заботимся, значит, Всевышний о нас будет заботиться. Вот так я думаю. Все правильно, да. Я еще хочу напомнить своим подписчикам, что в Республике Ингушетия нет детских домов и нет домов престарелых. Нет. И да, сейчас мне расскажут, кто воспитывает детей, которые потеряли родителей в той или иной ситуации. А то говорят, что в Ингушетии полно домов детских и интернатов, что там дети Нет, живут. неправда, Расскажите, что это неправда. Вот мне 53 года скоро будет. В моей памяти не наблюдалось такого момента, чтобы где-то, когда ребенок осиротел, его отдали в детдом. Это недопустимый факт, тем более в нашей религии. Почему? Если у этого ребенка есть родственники по отцу, если по отцу нету, по матери, обязательно кто-то из близких родственников этого ребенка возьмет и воспитает, так воспитает, что этот ребенок не заметит, родитель он или нет. А насчет престарелых я скажу, Артем,
Вот я рад тому, что да, сегодня вот у нас в нашей религии, я хотел бы, чтобы это везде было, уважение к старшим, чтобы отдать родителям в престарелый дом, даже слов нету для объяснения, отдать родителю пожилого человека в пожилой дом, это страшнее, наверное, атомной войны было бы для нас. А бывает, ну, на Кавказе, конечно, наверное, такой редкий случай, когда у мужчины или у женщины, да, с Кавказа, у ингуша, ингушки не может там быть детей. Но я думаю, может быть, вы знаете таких людей, у которых вот не было детей. Что тогда такие старики делают, вот если они остались? Если вот такие старики, Ну, к даже примеру, если да. есть, они их знают, возьмут наше село. У нас есть совет старейшин, есть общественный совет, есть администрация, где ведется учет одиноких, дедушка с бабушкой живут. За ними постоянно ухаживают либо соседи, либо племянники, либо какие-то внуки их родственников. Ну, они, если круглые сироты, поверьте, Артем, за ними вот такой уход бывает, как за младенцами. Их в одиночестве никогда не оставляют. Им на питание, на продукты, вот все, что надо. Вот у нас есть вот меценаты наши, вот люди, ребята, вот бизнесмены, которые есть. Они каждый год от своей прибыли, согласно нашему вот религии, определенный процент, вот заработал он, допустим, определенное количество денег, он от этого это раздает малоимущим, одиноким, нуждающимся. Как называется это слово? Я забыл. Ну, закат, да, закат Это не называют. афишируется. Да, Да. человек вот отдает, Да, я знаю, что... чтобы вот здесь, на Кавказе, в Ингушетии, вот если так взять индивидуально, дома престарелые, чтобы интернаты, детские дома не было. И, надеюсь, их не будет нигде. Да. Просто мы обязаны сегодня уважать тех стариков, которые когда-то дали жизнь нам, кому-то другому, ну, к великому сожалению, они, если сегодня остались одинокие, если мы оставим в одиночестве, это просто мы сами себя ставим на низкий уровень. Да. Ну и нужно не забывать, что как мы будем поступать в молодости со старшим поколением, так с нами будет молодое поколение в нашей старости Вот, поступать. я скажу, Это бумеранг. Вот в мечети имам проповедь читал, он говорит, Всевышний Аллах, говорит, сказал, молодой парень, он не начнет делать благое и хорошее для стариков, чтобы он будет делать вот это все хорошее для стариков. Потом, говорит, Аллах создаст такого же молодого парня, когда он станет на их место, он уже к ним будет так относиться. Поэтому отношение к старикам у нас это ценилось, это на высшем уровне у нас. Вот, например, у нас рядом бабушка живет, она живет одна, у нее сын умер, а его дети за границей в Испании из-за кое-каких обстоятельств. Но иногда там неделю раз ее там дочки приезжают, взрослые там, со своими семьями. Но когда она одна, у нас вот соседи там несколько парней, мы там надо снег уберем, там, надо еще что-то там, увидим там машину ночью, там у них там стоит, там подъедет, не знаю, можем подойти там спросить, что, как, зачем подъехали. В магазин идет, отвезем там лампу. Просто даже сами заходим, спрашиваем, что, как, нормально ли все. Вот, как бы это нормально, это уже обыденно и это уже как бы норма. Я просто еще хочу такой случай рассказать. У меня сейчас снимается блог про 1944 и 1956 возвращение, да, и 92 и 2018 годом я закончу этот блог, и я уже подснял про политзаключенных. И вот один из таких, Зелимхан, его уже выпустили на свободу, молодой парень, который рассказал мне все, как это происходило, и он попал в тюрьму за то, что заступился за старика, которого ударил ОМОН или там Росгвардия, это не важно. Он говорит, что на моем бы месте, если бы увидели, да, вот так рядом находились, поступил бы любой другой мужчина. Я не дам в обиду наших стариков и вообще любого другого, что я с ним согласен, потому что в том вот случае
Он пострадал, да, там у нас же есть закон, что мы не имеем права там, правоохранительные органы бить, трогать и так далее, за это можно жестко попасть. Вот. Но в данном случае, я считаю, правоохранительные органы и Росгвардия, ОМОН не могли трогать стариков. Они же видели, кого они бьют. Я сам работал в органах внутренних дел с первого создания Республики Ингушетия, вот, когда образовывались институты власти, формировались органы исполнительной власти, правоохранительные структуры уже, да. Вот я работал, сейчас нахожусь на пенсии по выслуге лет, вышел и сейчас. Я скажу, вот есть принципы деятельности на тот момент милиция, ну сейчас, конечно, полиция, есть принципы деятельности милиции, где четко и ясно в законе прописано, что как должен вести себя сотрудник органов внутренних дел. То есть сотрудник, заступивший на дежурство по охране общественного порядка, в первую очередь он должен поддерживать права граждан. А права граждан – это свободное передвижение, перемещение, высказывать свои удовольствия, недовольствия. То есть это в рамках действующего законодательства, проведение шествий, митингов. Вот я сейчас скажу вот по этому факту, вот то, что вот вы затронули 44-й год, да, пусть этот год больше не повторится, ни одному народу этого не желаю. Ну, коль так случилось, случилось. Но единственное, что радует, когда вот нас признали предателями, изменниками Родины, да, и наших предков, да, мой отец был выслан, мать была, у меня брат старший родился в Казахстане. Ну, когда наши земляки ингуши, это 57 героев Советского Союза на тот момент, когда они были, им присвоены вот эти звания, ну, не было афишировано. И в этот же момент нас признали изменниками, предателями Родины, выслали в Казахстан. Но к большому счастью, это сегодня вот для меня счастье, что нас потом признали, что это было неправильно, что это ошибка была, это был геноцид, и что, то есть реабилитировали. Да. Да. Ну, то есть народу стало ясно, что мы, ингуши, трудолюбивый народ, мы законопослушный народ, никогда не шли против действующих властей, все время вот старались поступать в рамках действующего законодательства. Ну, да. А по вот сейчас вот этому митингу 2018 года, вот я что хочу сказать, я надеюсь и хотелось бы верить, что следственные комитеты, органы, они сделают правильные выводы. Есть доказательская база, также есть база защиты. Я надеюсь, что адвокаты, они сумеют доказать, если да, было применение, силовое применение в отношении сотрудника органов внутренних дел, это неправильно. Ни один гражданин не имеет оказывать сопротивление сотруднику при исполнении, если его требования, они сегодня как бы правильные требования его. И также сотрудник полиции не имеет права применять физическую силу, если со стороны граждан нет угрозы жизни его здоровья. А я думаю, там, наверное, не было таких вот угрожающих моментов. Ну, я думаю, следственные органы, они разберутся. Надеюсь, что правильно разберутся. И я бы хотел вернуться к нашей теме и хочу подчеркнуть, что ингуши, они не дикий народ, который спустился с гор. Ингуши – это культурный народ в том числе, у которых есть вот такие вот дома культуры замечательные. Я нахожусь, напомню, в станице Нестеровская, вот, и мы сейчас будем смотреть этот дом культуры и заглянем с вами на репетицию казачьего хора. Друзья, мы идем на репетицию Девочки, можно к вам? казачьего хора. Здравствуйте. Так, вас тут много. Меня Артем зовут. Да. Я проживаю в Краснодарском крае на данный момент, а уроженец Алтайского края, города Барнаула. Знаю, что здесь среди вашего коллектива есть русские. Все? Все? Вот. И я к вам пришел еще, чтобы пообщаться, потому что сейчас, знаете, много идет грязной национальной политики, что вот пишут, русские среди ингушей живут плохо, очень тяжело и так далее. И я решил просто еще в очередной раз показать, как вы дружно живете здесь.
как христиане и мусульмане уживаются вместе, как люди разных традиций, разных национальностей в мире, в добре существует. У вас даже художественный руководитель, она ведь не русская, она ингушка по своей национальности. Да. Вот. Да, поэтому давайте о творчестве расскажете, споете, может быть, что-то и поделитесь также своими впечатлениями о жизни в Республике Ингушетия, станице Нестеровская. Что не хотите уезжать. Мы не то, что не хотим уезжать. Я сюда вышла замуж 14 лет назад, приехала сюда. Сама я со Ставропольского края. И сейчас, когда я еду туда к маме, проходит один день, и я говорю: мам, я уже хочу домой. И мама говорит: ах, прожила здесь 21 год, а там, и ты уже хочешь домой? Я говорю: да, я уже привыкла. Я привыкла к этим людям. Я привыкла к этим традициям. Наши дети ходят сюда в школу. Моя девочка одна учится, русская девочка, в 3-й школе. Разговаривать на ингушском. Любому даст отпор еще как. И они даже туда приедут и на ингушском с моими племянниками разговаривают. А я говорю: Анжелика, говори на русском, он тебя не понимает. А до нее не доходит, как это он может не понимать ингушский язык. Вот так мои дети тоже считают Ингушетию своим домом. Ну, так как они здесь и родились, в принципе. Вот моя свекровь. Работает в школе. Да, работает в школе секретарем. Лидия Григорьевна. Живем по соседству. Да, живет Да. по соседству Мы, в в нашей принципе, школе. все соседи друг другу. И как бы у нас 13 человек русских учеников. заложено. Вы ислам? Нет, мы не христиане. вы все христиане. Когда нас спрашивают, ну есть такие люди, и спрашивают, не хотели бы вы, ну зачем? Вот Ну, меня так спрашивают да, часто. Да, ну зачем? Ну пока Просто веры разные. как бы у нас дети крещенные, мы сами все крещенные, и как бы я не Это будет неправильно, потому что религию, на мой взгляд, не выбирают. Как и национальность, ты с этим рождаешься. Вот, поэтому у моего мужа много друзей ингушей, именно друзей, не просто, а именно друзей. Он тоже разговаривает на ингушском свободно. Все наши мужья Он, разговаривают да. на русском, чаще, чем на русском. Да. Он работал в Грозном, был случай, на нашу Пасху приехал домой, я ему собрала сумку, он поехал, и ему говорят, ну и с собой взял 2 бутылки водки угостить ребят. И ему говорят: нельзя, типа, он говорит: ну праздник же, а ему говорят: ну у русских праздник, а ты при чем? Ну то есть он настолько разговаривает на ингушском, что даже, ну, кто не знает, они не могут сказать, что он ингуш, вообще без акцента, даже многие ингуши так не разговаривают, чисто как Да, у нас все дети на русском разговаривают. Да. Дети тоже говорят, да? Да, В да. принципе, 90% наших вот детей говорят на русском. Ну, понимаю, так точно. Может быть, даже не говорят, но понимают. Поэтому за 14 Ну, это лет я хорошо. тоже научилась понимать, когда муж по телефону А кому-то сколько говорит. примерно русских проживает в Нестеровской станице? Вот, ну так, Вот приблизительно. сколько примерно? Я даже не знаю. 42. 42. Нет, Нет, не 40. нет, Это меньше. под Меньше, 70. Ну, 42 семьи. А из этих семьи. семей, А ну, а в семьях по-разному. Ну, у да, кого-то да. дети, у кого-то старики, у кого-то... Русские. Терапевт у нас есть, Нуна Ивановна русская. Вот ей помогли. Меценат сказал, правда, не афишировать, кто он что. Дом построил как терапевту, как человеку нужному, специалисту, чтобы она не уехала, чтобы жила спокойно. Ну, вот все. Да, и как потом после этого можно говорить, что в Ингушетии распространять слухи, сплетни, что в Ингушетии к русским плохо относятся. Ой, ну, если посмотреть новости, то относятся везде ко всем. Я вам честно признаюсь, Поэтому многие, буду судить. кто смотрит мой блог, среди них много русских, украинцев, белорусов и, конечно, люди из Москвы, которые хотят из-за пандемии границы закрыты посетить Кавказ, они, конечно же, начинают, как говорится, смотреть интернет, шурудить, что как. И они говорят постоянно, что вот про Ингушетию то все написано плохо, что там дикие люди живут. И я там разместил свой блог в крупном паблике ВКонтакте. Вандруки называется, там более 1 миллиона подписчиков. Вот они там, билеты типа в Ингушетию, недорого из Москвы. И я свой блог разместил. Мне, наверное, написало около 100 человек, даже может больше, чтобы там не соврать. Начали спрашивать: а там все нормально? А там точно никого не убивают? Ну, А там это- нет боевиков? Это А в спрашивают. горах как ты там Даже ходил? я Да? еду домой, и меня спрашивают: ты за ингуша замуж вышла? Я говорю: нет, за русского. Ну, только по фамилии, в штамп-паспорте, что он русский. А так Да.
все эти. Ну, тоже спрашивают, как вы, что вы, а там нету, ну, не притесняют. Я говорю, приезжайте, посмотрите. Моя мама с удовольствием всегда приезжала, помогала нам. Мой брат всегда приезжает. Вообще, моя семья все время приезжает к нам в гости. И они, приехав туда домой, они никогда ни разу не сказали, что соседи как-то что-то плохо сказали или посмотрели, или там еще что-то. Никогда, наоборот, всегда. Пошлите, чай, там, ну, свои эти традиции, поэтому... Ну вот я же говорю, просто идет вот эта тупая, на мой взгляд, национальная политика. Это же Ингушетия, это Россия. Чечня — это Россия, Осетия — это Россия, ну, Северная Осетия, Южная Осетия — это не Россия. То есть, и другие, там, Дагестан, где я также часто бываю. И я тоже могу взять, купить здесь квартиру или дом и жить здесь, и никто не может запретить. Это законом не запрещено, ни один ингуш и так далее. И ингуш только рад будет, если ты приедешь, здесь построишь дом в мирных целях и будешь работать во благо республики, да? Вот. И мало того, вот я, как русский, как мне задают вопрос, зачем тебе это нужно про ингушей? Ну, потому что Ингушетия самая маленькая республика, да? Постоянно зажимают, прижимают, врут, лгут. Ну да, я вот случайно наткнулась на твой блог и стала читать. Просто случайно где-то в ленте высветилась. Стала читать и думаю, какой молодец. Ну вот он реально пишет то, что есть, а не то, что надумано. А надумано очень много про республику, Ну, это правда. На первый взгляд, да, я сюда приехал, первое, что прям вот мне в глаза бросилось и по состоянию своей души, это супер гостеприимство, а я посетил около 30 стран, более 100 городов, ничего подобного я не видел. И такого гостеприимства я вот в Сунже недавно был, про это будет тоже блог. Там меня встретили, как будто я президент республики, я не знаю. Хотя мальчик, 15-летний мой подписчик Джабраил, он написал, он говорит, папа с тобой хочет познакомиться, у меня есть еще прадед, он живой, ему 89 лет, он пережил депортацию, вернулся, там у него такая грустная история. Вот, он тоже хотел бы с тобой пообщаться. Приезжай на шашлык. Я думал, ну, как бы, с семьей там, как обычно, приехал, во дворе 60 человек, все встречают, и растерялся весь, то есть даже не дали мне нормально снять, потому что некогда было снимать, только вот с его прадедушкой, да, потому что таких людей остается мало-мало, а они являются носителем истории, свидетелем той истории, которую хотят очернить и просто вырвать из страниц учебников истории Республики Ингушетия. Но мы не дадим им этого сделать. Вот. Очень здорово, что вы такого мнения. Я очень рад, правда, искренне. Спасибо. Браво! Молодцы! Молодцы! Пожалуйста, разные у нас костюмы. Не было. Все наши главы уделяли казачьему
хору особое внимание. В костюмах у нас нет недостатка. А кто основал этот казачий хор Этот изначально? казачий хор существует с 50-х годов. Но было время, раньше на базе, колхоза «Путь к коммунизму». Ну, потом было время, когда он чуть не распал, это 90-х годах, когда был развал страны. Но наш первый президент Аушев Руслан дал поручение в любом случае любыми силами сохранить этот хор. И вот тогда, вот, с 95-го года снова восстановили хор. Нам и зарплату установили, хоть и небольшую, но мы все, вот кто здесь есть, работает по совместительству в хоре, и также в школе работает, в больнице, заведующий садиком у нас, директор школы была. Вы в детском садике. Воспитательница детского садика. Хорошо, спасибо вам большое. Да. Поэтому вот так. Она уже заведующий садиком у нас, сторожила она у нас. Вот они. Вот были ингушка, вот это наша солистка, ее сейчас нет. Это грузинка, тогда была в хоре. Все мы вот здесь, у главы республики, у Зязикова Мурада Гамедовича. Так, что, ну это тогда было награждение у нас, это попозже. Так что мы вниманием власти, правительства, своего руководства обделены никогда не были. Жили хорошо и сейчас живем хорошо, довольны. Вот ведомый Вот заслуженный артист Светлана у Николаевна. нас звания многих, да. Это у нас паровоз, она тянет этот хор. Вот они. Все вместе вы видите. Николаевна, Тут и паровоз. православные старейшины, и священник нашей церкви стоит. А в Нестеровской есть церковь? В районе Лепцовская есть церковь. Сунжи, я Да, знаю. Сунжи, да, вот он настоятель этой Сунжинской церкви. Меня туда не запустили. Такие дни туда никому. Мне сказали, да, что надо заранее там что-то договориться. Ну, я сказал, получается, чтобы попасть к Богу, надо записаться. То есть, Вчера у нас праздник, можно было вчера. да, ну вот так просто, там охрана стоит вооруженная еще такая. Все, берите еду как можно больше. И она говорила, вот мы туда залили, говорит, топленое масло, приготовили все, что могли, взяли с собой. Ну, привезли обратно, и она мне в наследство его передала. Это... Ахмедов. О, да, Ахмед Арсанов, он является родственником жены моего друга. Моя бабушка, она была замужем за Дявош, Угу. Баги брат. Вот, царство небесное человеку. Немного прогуляемся по Дому культуры. Помимо зала и репетиционного зала, здесь есть библиотека, и я вижу даже стенды, которые посвящены героям России. Вот первый герой России Сулумбек Асканов, который не дал упасть самолету, насколько мне известно, на село, вот, в Липецкой области. Да. И он не катапультировался, он отвел самолет от селения, чтобы не погибли люди. Опять замечу, что по своей национальности Сулумбек был, ну и остается, конечно, уже ингушом, и вот он спас, опять же, русских. Это к тому я говорю, потому что мне надоело читать комментарии от некоторых тардышей, которые постоянно портят впечатление о Республики Ингушетия, о ее жителях. Поэтому буду расширять ваше информационное поле, чтобы русский зритель тоже видел и знал. Да? Угу. Вот эти вот двери, Всё. вот Да. это вот вся гравировка, это с первых дней вот с постройки Дома культуры, вот еще старая вот осталась. Оставили. Вижу, вот прям красиво, вот, ингуш. И вот сейчас тут 3-4 ремонта было, вот фасадный, вот кирпич, вот это вот тоже вот оставили. Угу. Красивые двери, да. Ингушетия вчера, сегодня, завтра. Был наш хор, Угу. как участник у нас.
Так, тут у вас получается еще, ну, вот такой. Год памяти и славы. Мгм. Ну, здорово, да. Вот, Герой Отечества, гордость народа. Ничего, по-моему, Здравствуйте. Да и Мы к вам. Библиотека здесь находится. О, ничего себе. я помню. А можете сразу показать мне ингушскую литературу? Есть такая у вас? Есть, конечно. Да. Это... Да, сейчас я... Хочу сказать, что когда молодежь ко мне говорит, что у нас в республике заняться нечем, и начинают употреблять всякую лирику дурацкую, вот, вы бы вот лучше бы спортом занимались и книги читали. Если вам не нравится русская литература, мы сейчас вам... Да. Посмотрите, не сколько... разделена чеченская и ингушская литература Да. вместе стоит. А на вашем языке прям вот вижу. Да, Пожалуйста. на нашем языке. Ну, вот так можно сделать. Вот. И как-то так. Хорошая библиотека. Вижу Руслана Султановича. Туда можно, да, пройти? Аушева. Вот. Гордость нашего народа. Да. Есть. Я знаю, что в Республике Ингушетия уважают этого человека, любят. Вот. И дай бог здоровья Руслану Аушеву. Я надеюсь, что дорасту и однажды побываю у него в гостях и возьму интервью. Сейчас просто Руслан Султанович никому не дает интервью. Это мы идем сейчас Мы идем в художественную школу. Да. Вот они у нас. О, у вас здесь есть. Да. Здравствуйте. У нас есть, у нас. Можешь меня поснимать тоже, чтобы со стороны? Нету моего Русика, у меня есть другой Руслан, только Аушев. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Художественная школа, да, где, значит, дети занимаются рисованием. И мы вот сейчас сюда заглянули, хочу посмотреть. Как вы рисуете, если не против? Пойдем. Мгм. Сколько у И детей? сюда я ходил года 2, по-моему. Да, это тот наш ученик, кстати. А ты в каком возрасте ходил? Где-то 6 лет, где-то вот так. ученик. 6-7 лет. Время быстро летит. Ученик, да. Так, я смотрю, девчата здесь Да, уже рисуют что-то интересное. да, вот пейзаж. Ну, не стесняйтесь только, рассказывайте, что рисуете. Да, вот они. Да. Вы Наша же... девочка сегодня делала. А вот самая большая знаменитость, Девочки делают. вы знаете, вот посмотрите, это наш хор. Казачий. Да, догадайтесь, с чего? Вот, Из банок. Правильно. сделали. Мохито, да? Мохито. Да. Тогда всего лишь 8 лет. Она делала, еще 8 даже не было. Это из пластилина. Пластилин. Да, это пластилин. Кстати, вот эти работы пластилиновые тоже. Посмотрите. Вот это тоже О, пластилин. вот это вот интересно. Да, сейчас можно, вот возьмите. Это уже национально, это ингушские Да. башни. Из пластилина, друзья. Вы знаете, у меня дома висит картина, мне ее подарили ингуши. Она сделана из кожи, из чешуи, Рыбьи, извиняюсь, рыбьей вот. чешуи. Это Да, здесь да. у нас есть. Да, тоже. А это из пластилина. Занимается. Да. А это у нас просто, видите, это вязальные нитки, песок морской. Вот картина И вот эти красивая морские тоже. камушки. Тоже это делала у нас ученица наша. Красиво. Сами делали. Вот это все пластилин. Кстати, вот это все. Пластилиновая работа. Это тоже пластилин. Это у нас из кросса, ну, как все, гречка, тут все, манго. Это сделано из круп. Сделано. Вот такие работы. Это девушка, да? Это девушка, да, национальная тоже горянка. Прикинь. Горянка, да. Потом у нас еще, а вот стиль квиллинг у нас. Это из Такой бумаги. стиль. Это, да, из ленточек бумажных сделана картина. Вот девочка тоже делала у нас Гацива Амина. Здорово. Делала, да. Ну, у нас из разного материала. Короче, мы не выбрасываем ничего. Ну, это мне больше, не знаю, кто автор, тут не Ну, написано. это уже пластилин. Да, это мне больше всего нравится. Красиво. Да, красота. Это правда всем Ну вот нравится. смотрите, башмачок, вроде кажется, настоящий башмачок, а на самом деле из
Пластиковые бутылки. Бутылки, шара, пластик, пенопластового шарика. Это когда у нас сейчас проблема с пластиком. По-моему, Владимир Владимирович Путин подписал закон о том, что пластик будет перерабатываться, будут строиться заводы А наконец-то. то мусора много. Мусора очень много, и пластик попадает в моря, океаны, и он там... Лучше вообще Артём, убрать его. Вот смотри, вот эти баночки мы видим брать в не других удастся. странах, они в остановках, в общественных местах валяются, а тут смотри, как дети ее использовали. Ну да, молодцы. И, я вот увидел здесь прям на глаза так, не специально. Тут написано, дети, видимо, рисовали, мы против терроризма. Я хочу подчеркнуть, что в Республике Ингушетия безопасно, а у терроризма нет нации. Это, для меня это ублюдки, люди-звери, которые не хотят мира, которые устраивают всю эту дестабилизацию. И самое главное в нашей жизни – это дети. И да, я помню, что было в Беслане, в школе. Вот. Не дай бог, чтобы это где-то еще раз повторилось. Я тоже против экстремизма и терроризма. Первым Беслан пришел на помощь ингушу. Да. Аушев Руслан. Аушев Руслан, который был в библиотеке, там его изображение, вот он помог. Спас 26 человек. А вот президент и глава на тот момент, я Ой, хочу- да, Вот здесь тут тоже есть. да, Северная Осетия, да, Это надо, мы его сами сюда. да, это не только национальный герой Республики Ингушетия, это герой России, надо это не забывать. Герой Советского Союза и мужчина, на которого всем другим мужчинам стоит и парням, мальчикам равняться. А самое главное, я не договорил про... Я не хочу называть фамилию этого человека, для меня он трус. Это тот человек, который на тот период времени, когда дети находились в школе, президент Республики Северная Осетия поджал свой хвост, когда и убежал с тонущего корабля и не пошел к боевикам. И эти люди ссылаются на то, вот не при детях сказано, что вот ингуши там были, это ингуши. Не ингуши пропустили боевиков, не ингуши через посты, да, пропускали людей. Я хочу напомнить 1992 год, когда в этой же школе находились ингуши, которых высаживали из поездов, автобусов, автомобилей. Там находились также женщины, которых вывозили и расстреливали. Поэтому про это почему мы не говорим, господа тардыши? Вот, и не только. Значит, про это мы забыли. А как начинаешь говорить про Беслан, это, да, это больная тема, да, но можно сказать и про 92-й. Эта школа получилась каким-то черным пятном вообще. Вот. Еще раз, терроризма нет нации, запомните это. Раз и навсегда. В каждой нации, в каждой стране есть плохие и есть хорошие люди. Дай Бог, чтобы было больше хороших и добрых людей. Всем мир. В 2004 году 108 человек ингушей от рук терроризма погибло. Почему-то об этом так не кричали и не говорили. Вот видишь, Артем, вот мероприятие вот мы проводим, видишь, вот нет терроризму. Судья, старейшины наши сидят. Вот смотри, вот эти все мероприятия, нет наркомании. Это мы собираем, вот опять, вот это я, с детьми мы проводим профилактическую работу. Это все мероприятия направлены на противодействие экстремизму, терроризму, наркомании. И у нас даже вот в годовом плане ежеквартально, в квартал 1-2 раза сидят мероприятия, именно направленные на патриотическое воспитание подрастающих поколений. Потому что мы, вот я почему-то беру во внимание, люди, которые стояли у истоков создания республики, защищали конституционный строй, я сам бывший сотрудник органов внутренних дел и являюсь членом Совета ветеранов МВД внутренних войск, и также председатель Российского союза ветеранов Ингушетии в Суздальском районе. И мы вот посчитали своим долгом принять участие в сохранении мира, это наш святой долг мира и нормальной общественно-политической обстановки в республике, да и в целом в стране. Вот если сегодня в Республике Ингушетия наладится, если будет все нормально, общественно-политическая ситуация, не будет наркомании, будут работать противодействию, все мероприятия по противодействию терроризму. Если сегодня республика, это один субъект Российской Федерации, если она будет укрепляться, считаем, мы страну крепнем, укрепляем. Да, правильно. И поэтому вот эти мероприятия мы проводим, это для нас, как бы можно сказать, святая обязанность. Хороший текст.
Других не зли и сам не злись, мы гости в этом мире. И если что не так, смирись, будь поумнее, улыбнись. Холодной думай головой, ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется Несомненно. непременно. Да, ну, либо несомненно. Вот, прям глаза, да, очень красивые слова. Вы знаете, когда я проезжал село Яндеры, мои друзья ингуши говорили, что в Яндеры играют на пандере, и смеялись. Вот. А я все думал, как выглядит пандер. Оказывается, я его видел. Вот, мама моего друга, к сожалению, в прошлом году ее не стало, в сентябре месяце, Царство Небесное. Она умела играть. Вот там пандер. Вот. На такой, можно сказать, гармошке, по-русски, если говорить. А лезгинку ритм задает. Такой барабан. Друзья, ну как это прийти в гости и чтобы ингуши тебя не пригласили на большой ингушский чай? Вот. И даже здесь приготовили, художественный руководитель готовила, холодец. Так, для моих подписчиков русских холодец говяжий. Никакой свинины, я тоже свинью не ем. Вот. Давно уже. Это уже от нас, да. Ну и самое любимое мое блюдо ингушское, это чапель. Я его очень-очень люблю, ингуши уже все это знают. Вот. Ну и вот такой вот, вы скажете, ингуши скажут, скромный стол, но моя мама скажет, ничего себе, потому что у нас так на праздник, я серьезно вам говорю. Вот. На самолете, вот он погиб. Сейчас в честь него названа школа у нас здесь. Этот герой Рамзан Хаджимурадович, ингуш был, вместе работали с ним. Вот это погибшие при исполнении. Вот эти ребята, я вот трое из них мы вместе. Даже женщина есть. Вот, да, вот этот Костой Ибрагим, Хасиев, вот Микки Виса, вот одноклассники, мы вместе работали. Ну так, по воле судьбы. А вот это участники Великой Отечественной войны. Да, это для тех информация, кто говорит, что ингуши не участвовали. Это чисто, Смотрите, вот, это чисто жители нашего поселения. здесь не только ингуши, но в этих списках есть, по-моему, вот Филипенко, Василий, Журавлёвы русский. есть, Дуда, Базги, вот Бардин, вот Бардин Василий Кириллович, его сын у нас сейчас главный врач больницы. Вот рядом, вот с нами, через дом. Да? А, это про этого врача мне говорят, чтобы я сходил и пообщался с ним. Вот его сын Владимир Васильевич, он сейчас у нас главный врач в селе. Да? Надо будет мне сейчас. Было бы здорово, если к нему заглянуть. Это мне друг мне сейчас пишет, говорит, ты у врача был? Вот, тебя водили? А вон у нас. Вон у вас. Да, это, пойдемте, я не заметил. Артем, объект культурного наследия, он внесен в реестр ОКН России, то есть все объекты культурного наследия, они же в реестре, в единой базе. Да. Тоже памятник, это называется «Скорбящая мать». Тоже павшим героям Великой Отечественной войны. Там более 400 человек. Это уроженцы Республики Ингушетия, которые воевали против фашистской Германии, советской армии. Да. Я здесь не первый раз, просто снимаю первый раз для блога. Тут тоже имена вас. Вот тут и ингуши, и русские все. Да, вижу Москаленко, Махно, Михайловский, Могилев, Попов, Оздоев. Оздоев это уже чисто ингушская фамилия. У Оздоева ты был, да? Тут плохо видно, вообще краска, да? Сунжи? Краска Нет, стерлась, это были краска, Суроевы. Краски Суроевы не это видно как-то. уже. Стерлась. Да, вам надо краску здесь. Да, обязательно надо. Сейчас вернуть. опять начнут работу. Ну да, вон Даже выбито, попросить просто можно покрасить будет и все. тогда, да.
Одним словом, ингуши тоже вместе с русскими, украинцами, здесь фамилии такие есть украинские, защищали честь своей малой земли и честь Советского Союза. Вот тут такой красивый памятник. Скорбящая мать. Станица Нестеровская была основана в 1861 году на месте укрепления Нестеровского, существовавшего с 1842 года и получившая свое наименование в честь генерала Нестерова. В годы Великой Отечественной войны в ходе битвы за Кавказ Нестеровская находилась в прифронтовой полосе. Зимой 1942-1943 годов в станице дислоцировался 131-й истребительный авиационный полк. На сегодняшний день в станице Нестеровская проживает около 24 тысяч человек. По своей национальности эти люди в большинстве, конечно же, ингуши, также есть чеченцы и русские. И официальный язык, естественно, считается ингушский и русский. И вот я со своими друзьями, ингушами, решил поехать к реке Аси. Правда, ее я не увидел очень близко, так как сейчас у нас не весна. Весной будут таять ледники, и Аса покажет себя еще в полном объеме. Ну а сейчас просто полюбовался видами. Ну еще я не показал вам станицу и улицы. Это уже будет в следующий раз, потому что, как вы видите, была непогода. И сначала повалил снег, а потом уже просто стемнело. Приехали к реке Аси, которая вот здесь должна была бежать, но она меняет русло. И река бежит вон там, ну к ней далеко идти не хочется туда, прыгать. Вот. Кстати, вы можете посмотреть в инстаграме, в моем, как я здесь был, отдыхал. Мы здесь делали шашлыки, бульон на мясе. Отдыхал с ингушами, это был, наверное, мой первый отдых здесь. Красота. Такая погода снежная, да, немножко подморозилась, грязи нет, и так красиво. В отличие от тардышей, я не люблю говорить о личной жизни, поэтому я опустил этот момент, но не могу не сказать, что когда-то всеми уважаемая и известная певица из 90-х Татьяна Буланова очень любила приезжать в Республику Ингушетия. И ей по нраву и по душе была именно эта станица, станица Нестеровская, где она когда-то жила. Но это совсем другая история. В этом блоге я хотел еще раз показать вам культурную жизнь ингушей, чем занимаются ингуши, а также подчеркнуть отношения между ингушами и русскими, потому что ходят сплетни, что ингуши притесняют русских в Ингушетии. Это тотальная ложь и провокация. Теперь я встретил не одну русскую, не одного русского, а целый коллектив русских людей, которые проживают вместе с ингушами на одной земле. И вообще у нас большая страна Россия, и я считаю, что все наши народы должны быть едины и помогать друг другу. Неважно, какой вы национальности, неважно, какого вы вероисповедания. Главное нести в этот мир добро и работать, да, во благо государства и во благо своей малой родины. Но если вам понравился этот блог, то поставь ему лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте этот блог друзьям. Жду от вас каких-то комментариев, может быть, вам есть что добавить. И еще раз огромное спасибо Баркал, всей администрации станицы Нестеровская, а также Дому культуры станицы Нестеровская за приглашение. Было очень душевно и классно. Ну а вы не забывайте, я это все узнал из своего путешествия. Поэтому не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами я не прощаюсь, я вам говорю до встречи. Дальше больше.